Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Председатель Халк-Маслихаты провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Туркменистан отправит в Саудовскую Аравию для совершения хаджа 289 паломников. Туркменские журналисты побывали с визитом в Черноморском регионе Турции и другие новости. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в ходе пленарного заседания форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум» призвал исламские страны образовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии, связывающий континент от Азиатско-Тихоокеанского региона до государств Ближнего Востока и Европы. В рамках рабочего визита в Казань национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Собеседники отметили динамичное развитие туркмено-российских отношений, основанных на принципах дружбы, доверия и взаимопонимания в различных областях, включая политико-дипломатическую сферу и сотрудничество в рамках региональных и международных организаций. Председатель Халк-Маслихаты Туркменистана в ходе визита в Казань провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и Татарстаном, выделив приоритетные направления взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Делегация Туркменистана представила широкий ассортимент экологически чистой сельскохозяйственной продукции на международной выставке Russia Halal Expo, проходящей в Республике Татарстан. Национальный павильон страны стал одним из центров внимания посетителей мероприятия. Представители туркменской делегации организовали дегустацию сельскохозяйственной продукции для гостей выставки. Особое внимание было уделено студентам из Туркменистана, обучающимся в казанских высших учебных заведениях, и их сокурсникам. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение, согласно которому 289 паломникам разрешается отправиться в Саудовскую Аравию для совершения обрядов хаджа в период с 31 мая по 23 июня. Документ предписывает Агентству транспорта и коммуникаций при Кабинете министров организовать специальный рейс для доставки паломников в Саудовскую Аравию и обратно за счет средств агентства Туркмен-Хувайолары. Туркменские журналисты изучили туристический потенциал Черноморского региона Турции в ходе трехдневной поездки. Представители Туркмен-портал посетили Трабзон и Резе. В Трабзоне делегация осмотрела особняк Ататюрка, древний монастырь Сюмела на высоте 1200 метров, мечеть Айя София и традиционные османские дома квартала Орта-Махале. В Резе центральной чайной индустрии Турции журналисты ознакомились с высокогорными чайными плантациями, производством и дегустацией местного чая. В Бразилии грузовик, перевозивший емкости с опасным химическим веществом, стал участником ДТП. В результате инцидента содержимое цистерны вытекло в реки и озера, окрасив природные воды в неестественно ярко-синий цвет. Беда коснулась не только растений, но и животных. Зафиксирована гибель рыбы, а у обитающих вблизи водоемов зверей и птиц наблюдается изменение окраса. Среди пострадавших – капибары, лебеди и утки. В настоящее время специалисты проводят анализ воды, чтобы определить степень ее загрязнения и потенциальные последствия для окружающей среды. Бригада арбитров во главе с Аддыевым из города Аркадак назначена на матч 11-го тура чемпионата Туркменистана по футболу между Алты-Насыром и Ахалом. Встреча пройдет в Бюзминском и Трапе Ашхабада 18 мая и начнется в 17:45 по местному времени. Барселона стала чемпионом Испании по футболу, обеспечив себе титул за 2 тура до конца сезона после победы над Эспаньолом со счетом 2-0 в матче 36-го тура Ла Лиги. В составе победителей отличились Ламин Ямаль и Фермин Лопес. Туркменские дипломаты приняли участие в футбольном матче на форуме в Казани против легенд Рубина. Игра состоялась в спортивно-оздоровительном лагере «Молодая гвардия» в рамках международного форума «Казань-форум». Туркменские дипломаты выступили вместе с представителями МИД России и коллегами из других стран Организации исламского сотрудничества, включая Бахрейн, Иран, Марокко и Оман. Несмотря на активное участие туркменской стороны, команда «Дипломаты» уступила соперникам со счетом 4-7. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.